Всем привет, с вами Тур82, и сегодня я расскажу о браузерах у Nokia 5530. Итак, начнем. К стандартному браузеру можно пройти двумя путями, либо через меню, вкладка интернет, и вот браузер, либо используя клавишу Express Music. Вот и тоже видите, здесь уже предустановлены 5 главных функций, в том числе и интернет. Итак, вот мы видим, загружена страница Яндекса. И видите, я включил полный режим полноэкранный. Можно страницу поворачивать. И акселометр, видите, реагирует на это. Страница практически выглядит так же, как на компьютере. Двойным ударчиком, тапом, можно увеличивать что-то, приближать, еще больше увеличивать. Вот смотрите, так. Или же еще двойной. Видите, он опять меняет и в итоге подстраиваться под размер. Также, если нам это не подходит, то мы можем выйти из полноэкранного режима. И что мы видим? Здесь есть клавиши, видите. Эта клавиша отвечает за перемещение, за набор нового адреса. Нам сейчас пока не нужен, поэтому отменяем. Это увеличивает. То есть, вот видите, масштабируем изображение. А эта клавиша открывает сетку миниатюр, такую же, как примерно на камере, и мы видим здесь закладки, можно задать домашнюю страницу, сохранить закладку, поиск слов на странице, обновить страницу, обзор страниц, то есть листание, если открыт несколько, параметры на весь экран и RSS. Итак, посмотрим, какие есть параметры. Ну, общее это, как всегда, всевозможные, как мы будем управлять. А вот интересны параметры страницы. Загрузка содержимого, все. Что означает все? Тут этот браузер поддерживает JavaScript и флеш-анимацию, и если, то есть можно YouTube практически смотреть из браузера, хотя есть специальная программа, и через нее удобнее. Ну, то есть он все флеш-анимации поддерживает. Это стандартный браузер. Напомню, вот он меняет ориентацию экрана. Теперь, если же это слишком дорого пользоваться стандартным, так как он довольно изрядно жрет трафик, и если у вас не безлимит или интернет или не такой это выгодный тариф, да и просто то проще всего перейти на Opera Mini. Итак, я покажу, что это такое. Здесь стоит Opera Mini Beta, пятая версия. Это самая последняя. Что мы видим? Во-первых, внизу она адаптирована под экраны с тачскрином. Внизу, видите, появились иконки. Вообще интерфейс очень сильно напоминает iPhone. Итак, назад-вперед, обновить или же закрыть страницу. Можно открыть несколько страниц. Так вот, вот. Видите, одна открыта. Я могу взять другую, попробовать открыть. Например, Википедию. Вот страница загружается. Пока она загружается, я расскажу о функциях. Функции, в принципе, довольно простые. Можно свои метки оставлять, сохраненные страницы. Можно сохранять страницы. Ну, история, настройки всевозможные. В принципе, как всегда, размер шрифта и тому подобное. Вот, Википедия тоже открылась. Видите, присутствует кинетическая прокрутка. Изначально на Опере стоит закладка на англоязычную версию Оперы, поэтому мы можем загрузить и русскую. А вот я сейчас покажу еще сетку миниатюр. Как видите, здесь есть панели быстрого доступа, и давайте попробуем дополнить вот сюда ленту. Итак, что мы выбираем? Мы выбираем лента.ру, и видите, иконка появляется, и теперь для доступа к ней мы можем выбрать сюда. Также вы можете обратить внимание, что здесь сверху адрес или поиск. Можно выбрать поиск, нам доступен по Google. Так, тут мелковатая иконка. Ну, в общем, тут еще поиск по Википедии присутствует, но это, видимо, слишком мелковато она для того, чтобы показать. Также, смотрите, когда набираешь адрес, еще присутствует QWERTY-клавиатура, пока русскоязычной нету, но в опциях можно отключить ее, и тогда набирать на стандартной клавиатуре русский текст. Итак, давайте вернемся к уже загруженной странице ленты.ру.
Я посмотрю, покажу еще одну фишку. Если мы зажмем, то видите, предлагают выбрать текст, и мы можем выделить слово вот Хамини и искать его, например, в Гугле. Видите, поиск включается. В общем, Opera и вот выдает нам ссылки на другие страницы. В общем, Opera это лучший браузер, потому что он сжимает трафик очень сильно, позволяет реально экономить. Там суть такая, что через норвежские серверы Оперы подгружает страница, и вам уже в шифрованном виде посылается ее содержимое. Но у Оперы есть недостаток. Например, она практически никогда не позволяет комментировать записи, например, на Яру или на YouTube или еще где-нибудь. То есть она прежде всего нужна для чтения, для просмотра информации. А если вы собираетесь пользоваться комментариями, то, конечно, тогда лучше загружать стандартный браузер. Вот. Ну, в общем, наверное, про браузеры все. Добавлю, что так как это смартфон, тут еще много браузеров. Но я считаю, все это от лукавого. Набор из этих двух браузеров вполне хватает, чтобы не чувствовать себя ущемленным. Всем пока.